Добрый день. День добрый, Алексей. Егор Петрович, мы с вами встречались 1,5 года назад. Тогда вот готовили интервью, да, о том, как сейчас идет процедура, тогда шла процедура банкротства проектной компании АО ТБМ. Вот, а что сейчас происходит с компанией? Сейчас, спустя уже более 4 лет идет в арбитражном суде рассмотрение дела о банкротстве проектной компании ОТБ, которая занималась реализацией проекта базальтной технологии, инновационного проекта. И наступает, декабря, января наступил новые вопросы, новый этап в суде, рассмотреть вопрос, кто ответственен за банкротство, в чем причина, какие обстоятельства довели ОТБ к банкротству. И здесь есть понятие субсидиарная ответственность. Законом оно 2017 года уже очень ужесточенное там положение имеется. Субсидиарная ответственность на сегодняшний день, такая ответственность накладывается, объявлена в отношении двух сторон. Это в отношении АО РИК, он же инвестор, он же кредитор и он же инициатор банкротства. А с другой стороны, исковое заявление подано о привлечении меня, Жиркова Егора Петровича, к субсидиарной ответственности. Кроме этого, заявление конкурсного управляющего. А Россельхозбанк еще самостоятельно тоже предъявил такой же иск в отношении привлечь к ответственности РИК. И какова сумма субсидиарной ответственности? Субсидиарная ответственность – это страшная большая ответственность. Размер ответственности, если суд примет, что вот кого-то привлечь, РИК привлечь, меня привлечь, члена совета директоров РИКа привлечь, еще кого-то привлечь, то это лицо будет иметь материальную ответственность в размере совокупности требований кредиторов. 1,100 с лишним миллионов. Вот такой большой объем. Ничего себе. И ответственность будет, если несколько лиц, там 3, 4, 10, то солидарно будет. То есть вы вот эту сумму 1,1 миллиарда, к примеру, да, должны разделить будете там на 10 человек, 15, да, грубо говоря. Получается так? Ну, солидарно это одновременно в одном объеме. А вот как, вот тут даже трудно сказать. И добавлю, что эти же все более 4 лет идет, собственно, сама процедура банкротства. И она скоро приближается к концовке. И концовка, как для всякой вот процедуры банкротства всякого предприятия, любого, она будет плохой. И возникает вопрос, кто виноват? Кто виновен? И АО РИК со всякой, как говорят, беззастенчиво, целенаправленно навешивает на меня всех уже собак. Не только по поручительству меня привлекали, и судебное преследование шло и идет, но и вот сейчас речь идет и субсидиарной ответственности. Ну, вот мы тогда еще 1,5 года назад, да, с вами когда говорили по поводу банкротства, тогда вот вопрос вставал такой. Вообще вот изначально вопрос строительства ТБМ, завода, да, вот то, что у вас было, это же был проект инвестиционный. То есть РИК на самом деле туда закладывал инвестиции. Вот, почему-то, правда, он оформлял их в форме займов, да, вот эти инвестиции. Не совсем мы тогда тоже этим вопросом задались, почему так происходит. Хотя они могли с таким же успехом эти деньги вложить вам и в уставный фонд, или в капитал в основной, да, вот предприятия, без всяких там договоров заема, там, гарантий там, и так далее. С другой стороны, опять-таки, тогда же тоже вопрос стал о том, что лицо-то, собственно говоря, было привлечено, вы же исполнительный директор был. Вот, и тут вопрос возникает, если компания, инвестор, сама вот свои суммы инвестиций не довела до общего разумного конца, чтобы у них компания, ваша ТБМ, заработала в полную силу, да, тогда что? Что это? Это, по-простому говоря, на самом деле это проектная компания и осуществляла инвестиционный проект. Притом инвестиции республики. Не собственно риковские заработанные, а именно республиканские. Это политика республиканская, деньги по существу республиканские. И РИК выступал оператором. И он не имел никакого ни основания, ни права банкротить эту проектную компанию. Я считаю, и тогда считал, был против банкротства, и Данчикова
Галина Кентьевна, председатель правительства, тогда говорила мне вот в своем кабинете о том, и там сидела при этом и министр имущества Григорьева, она говорила, что нельзя допускать до банкротства этой проектной компании, потому что останется рожки до ножки, в смысле 10% только можно распродать и выручить после распродажи, а сейчас идет конкурсное производство. Теперь в чем, вот вы говорите про эти займы. На самом деле договора займов, они совершались каким образом? Они оформлены, да, в виде договора займов, но по существу инвестиции. А кто это определял? Я не был инициатором того «дайте займы». Это определял РИК, это определял Совет директоров РИКа, это определяли члены правительства, которые были в составе комитета по стратегии и инвестициям РИКа. Это очень на уровне зампредов, министров, людей. Вот они, даже кое-какие вот на 350 миллионов займ от РИК плюс это было по протоколу президента Борисова Егора Афанасьевича. Там была рекомендация о том, чтобы в рамках 500 миллионов профинансировать, инвестиции предоставить. Вот в рамках вот таких принятых решений и директивы Министерства имущественных отношений, они вот предопределяли, субсидиарная ответственность должна быть возложена на членов Совета директоров АО РИК, Министерства имущественных отношений, АО РИК плюс. Вот по закону, в законе говорит, вот, кто определял эти условия, кто давал обязательные для должника ОТБМ указания, тот должен быть привлечен к... Они являются контролирующим должника лицом, и они должны быть привлечены к субсидиарной ответственности. Но если Егор Афанасьевич Борисов подписывал распоряжение о выделении вам таких займов, да, ну, получается, он тоже может быть привлечен к субсидиарной ответственности? Думаю, что нет, потому что там был протокол. Протокол это не распоряжение и не указ. И там была рекомендация. И даже комитет по стратегиям и инвестициям там тоже выдавал рекомендации. А вот начиная с Министерства имущественных отношений, министр имущественных отношений подписывал по каждому договору займу директиву для членов Совета директоров РИКа, РИК плюс, о том, и только после этого возникал вопрос, доходил до Совета директоров ТБМ, и совершались эти сделки. То есть я исполнял принятое решение. Ну вот сейчас ситуация с РИКом такая, она в принципе-то неоднозначная, да? В чем, я так понимаю, в том, что РИК это все-таки инвестор, да, в этой компании, у вас был. Этот инвестор создал проект, точнее взял, да, это же не откуда-то вы там пришли и сказали, давайте мне деньги, я сделаю, да, мне нужны вот просто вот займы там или еще что-то такое. Вот, а инвестор этот проект, наверное, оценивал все-таки, да, что будут инвестиции такие-то в таком-то объеме, там, 1 300 000 000, да, по-моему, там мы говорили тогда, или 400 миллионов. Вот, и после того, как вот инвестор все это оценил, да, зачем они вот так вот страховались, заключать договора займа? Это что было умышленно сделано для того, чтобы вас потом в итоге загнать в угол и требовать, если в случае какой-то неудачи? Тем более, я так понимаю, если сумма инвестиций не была там в полном объеме выплачена, да, то есть в проект вложена, о чем можно говорить, что проекта же все равно движения не будет никакого. Это получается, как вот, грубо говоря, мы собираем хлебопекарное производство, да, а печку забыли купить. О чем можно говорить тогда? Искусственное банкротство, притворные займы. Вот на самом деле 350 миллионов невозможно было в течение 2,5 года возвращать. Это нереалистично, тем более еще на этапе строительства. Это говорилось на уровне даже устами Штрова, Вячеслава Анатольевича, тогда президента, потом и на уровне и правительства, и Министерства имущества, что будет либо рефинансирование, либо капитализация. Ну, по аналогии с заводом базальтоматериалов. И если бы так именно было совершено, тогда, естественно, никакого банкротства не могло быть и не должно было быть. В конце концов, все вложенные деньги, они пошли в дело. И эти вот, хоть незавершенные объекты, они очень качественные, оборудование хорошее, и все это можно было и нужно было консервировать. И не заниматься никакой там банкротством. И почему вот меня стараются сейчас сделать крайним, это тоже понятно, потому что в конце, когда вот РИК и менеджмент, вот кто крайний вопрос. И вот РИК уже заранее назначил меня крайним, и хочет, я буду бороться за свои права и не допущу, чтобы невиноватого человека виноватым делали. Также вот могут многие другие руководители, как государственных и с участием государственных денег предприятий быть привлечены
к взысканию по поручительству, к субсидиарной ответственности. Поэтому здесь вопрос очень серьезный. К чему эта вся театральщина? Для чего вот Рику надо было? Неужели они так пытались уйти от ответственности? Ну, я бы не сказал, что это театральщина, потому что это очень серьезно. Быть привлеченным к ответственности по поручительству на 468 миллионов или по субсидиарке на 1 100 000 000. Кстати говоря, это предстоит и не только юрлицу РИКу, но и генеральному директору РИКу. Он больше всех ответственен, как контролирующий должника лица. Его заместитель Местников Сергей Васильевич, председатель Совета директоров РИКа, или Стручков Алексей Александрович, вот они принимали решения. Вот они тоже должны осознавать такую большую ответственность. На самом деле, дело в том, что РИК, он по существу виновный в этом банкротстве, вследствие его действий и вследствие его отношений и намерений, дурных намерений, все это происходит, и он хочет отойти от ответственности, прикладывая на другого. И на другого это на меня, на других это на других членов Совета директоров. Закон требует того, чтобы контролирующими должника лицами являются члены Совета директоров, и получается, они зачисляются к привлечению субсидиарной по закону, могут и должны привлечены быть к субсидиарной ответственности. Вот, и тогда, получается, другие будут отвечать, а не РИК. Это неправильно. Егор Петрович, ну вот вчера я был на заседании арбитражного суда по поводу банкротства, продолжения банкротства ТБМ, и там я услышал о том, что было заявлено ходатайство о проведении финансовой экспертизы. Для чего это? Для объективного рассмотрения, для того, чтобы был более высокий уровень судейского рассмотрения этого сложного вопроса. Последние 1,5 года в России появилась практика, и даже обобщение практики на уровне судебной коллегии по экономическим вопросам было определение, где формулировка о том, чтобы следует и надо привлечь каждый раз независимую финансовую экспертизу, или финансово-экономическую экспертизу. И мое ходатайство было озвучено еще в предыдущем заседании о том, чтобы провести вот такого рода организовать судебную экспертизу, именно независимую, судом назначаемую. И здесь 27 числа на заседании РИК выступил против, и конкурсный управляющий тоже письменно возразил. Почему? Ну это же, получается, и в их интересах же тоже проведение такой экспертизы. Для того, чтобы была объективность и была скрыта правда, и с точки зрения уже взгляда специализированного исследования, через эксперты скажут, в чем причина, основания, какие там сделки, эти договора, займы или что-то еще привело к банкротству. И это будет уже такой экспертиза, которая поможет судье. Я рассчитываю, что судья будет объективным и дальше будет объективным, и в самом деле назначит такую судебную экспертизу. Это только поможет тому, чтобы было обстоятельно рассмотрено, и не было предвзятости, и не было давления одностороннее давление со стороны РИКа. Это тоже немаловажно. Ну, я вчера видел, как конкурсная управляющая там возражала, говорила, что там у нее своя оценка есть, свои там еще какие-то вещи есть, что она там 10 лет назад почти все оценила, там, не знает, и посчитал, что экспертиза такая не нужна. Ну, то есть они что-то пытаются реально скрыть тогда, получается? Ну, здесь экспертиза покажет. Экспертиза покажет, исследование покажет. Здесь юристы свое слово скажут, и те, кто именно эксперты. Поэтому я уверен, надеюсь и уверен, что обязательно будет судебная экспертиза назначена судом или судьей. Ну, очень интересно, Вести Якутии будут за этим следить.